В Нерюнгринском районе именно здесь 1 июня началась реализация федерального закона о дальневосточном гектаре. Желающих стать хозяином гектара земли оказалось не так много. Пока только 160 граждан подали заявки, и лишь 2 из них участки оформили. И это не из-за нежелания якутян заниматься сельским хозяйством. На юге Якутии сельхозземель не так много, в отличие от других районов республики. 100 голов крупного рогатого скота, 60 коз и баранов и еще 2 лошади глава фермерского хозяйства Асиф Гадиров содержит за счет кормовой базы, которая находится за 470 километров в соседней к Нерюнгри Амурской области. В Нерюнгринском районе сельхозугодий отсутствует. Их было немножко в советские времена, но они все заросли. То есть их восстановить, выкорчевывать – это очень дорогостоящее удовольствие. Без помощи государства не обойтись никак. Какие именно меры поддержки нужны предпринимателям, кроме выделения земли, сейчас как раз думают в правительстве. Указ главы республики, изданный на днях, призван стимулировать граждан, желающих развивать сельское хозяйство, и консолидировать уже имеющиеся механизмы поддержки, пока еще разрозненные по министерствам и ведомствам. Государственная поддержка будет оказываться тем гражданам, которые являются жителями республики, которые ведут крестьянское фермерское хозяйство, личное подсобное хозяйство, личное хозяйство, лесное хозяйство, граждане, которые осуществляют предпринимательскую деятельность. То есть именно категория активного населения. Указ главы уже вызвал интерес у сельских фермеров. Мы рады указу Егора Афанасьевича. Если получим земли, увеличим количество скота и, пока позволяет здоровье, работали бы в полную силу. Я рад слышать об этом. Только оформил ИП по коневодству. И для меня земля – это хорошее подспорье. Поправки в Земельный кодекс о выдаче безвозмездное пользование до 20 гектаров земли были внесены еще в прошлом году. Но многие якутяне до сих пор мало об этом наслышаны. Реализация закона о дальневосточном гектаре – повод об этом напомнить. Хотя якутские гектары можно получить и без привязки к федеральному закону. А с осени, после одобрения парламента, готовящегося законопроекта, еще и в удвоенной площади. Туяра Филиппова, Иван Семенов, Галина Якимчак, Александра Хабычарова, Якутск, Нерюнгри, Вилюйский улус.